Спустя 17 дней ждущим на границе организовали питание и палатки. Таможенники Кыргызстана на переговорах в соседней стране. Снятие неприкосновенности с экс-президента. Джорку Кенеш одобрил поправки. За проголосовали 111 депутатов. Электронное правительство «Единое окно». Проект Умарбека Бабанова реализованный, результат очевиден. 2 миллиона сомов на покупку жилья. Сооронбай Жээнбеков поздравил семью близнецов с выпиской. Обо всем этом и не только в нашем выпуске новостей. Здравствуйте, в студии Александр Крупнов. И Айджан Казакбаева. Добрый вечер. Депутаты ситуацию на кыргызско-казахской границе рассмотрят за закрытыми дверями. Представители правительства пояснили, что это просьба премьер-министра Мухаммедкалы Абылгазиева. И напомнили, что в столице Казахстана, городе Нур-Султане, с участием председателя Государственной таможенной службы Алмаза Онулбекова проводятся переговоры по разрешению спорных моментов, из-за которых на границе были образованы заторы. Ранее, отметим, парламентарии на заседании потребовали присутствия вице-премьер-министра Джениша Разакова, чтобы он сам отчитался по ситуации на границе. Предложение было поддержано большинством. Этот случай на границе рискует перерасти в большой скандал. Я с этим вопросом обращался к главе правительства. Я предлагал Совету безопасности, ГКНБ, правоохранительным органам создать группу и провести комплексную проверку таможни. Наши партнеры по Евразес, хотим мы этого или нет, все время говорят о пробелах. Вот вы говорите, что представители таможенной сферы поехали, разбираются и так далее. Дастан Артисбекович, вы должны принять решение. На таком уровне, как Евразес, вы обязаны выехать с официальным визитом. Берите с собой депутатов, так как есть такое понятие, как народная дипломатия. Вы должны взять на себя ответственность. Нужно съездить. Раз не получается членам правительства решить этот вопрос, что им остается делать, если казахская сторона их не воспринимает? Проблема возникла не сегодня, не вчера. С 19 марта стоят машины, сегодня уже 15 дней. Прошло полмесяца. Мы всегда твердим, что поддерживаем бизнес, создаем условия, но слова наши не соответствуют делам. Почему правительство приходит и только на словах отчитывается? Где действия? Что было конкретно сделано за 15 дней? Почему до сих пор нет результатов работы? Такими темпами мы потеряем бизнес. Все обанкротятся. Какие они несут убытки, мы все знаем. Товары стоят, а мы все продолжаем обсуждать. Где реакция? Спят в кабине фуры, обедают где придется. И постоянные телефонные звонки от партнеров, которые ждут груз, и от родных, которые переживают. Последние недели дальнобойщики, застрявшие на кыргызско-казахской границе, живут именно по такому расписанию. Сегодня уже 17-й день затора, фур в очереди меньше не становится. Недавно силами МЧС там были установлены 2 палатки. Как рассказали представители ведомства, в палатках водители могут получить горячее питание. Иногда дальнобойщикам приносят обед в машину. В палатках они тоже могут перекусить. Вместимость 20-25 человек. Но, как рассказывают в МЧС, приходит человек 10, так как никто не хочет пропустить свой черед. До КПП «Акселек» километра 4. Отсюда и начинается очередь из многотонных грузовиков. Передвигаются водители, как они рассказывают, по несколько метров в день. Стоят они здесь неделю. Сколько еще часов или дней придется ждать, чтобы пройти границу, никто из них не знает. Но терпение, говорят, как и бюджет, уже на исходе. Машины стоят в очереди вот здесь, уже 3 суток. Здесь сутки. Мы пришли с гаишником, обсудили вариант. То есть вы запускаете 4 машины. Одна машина идет с этой очереди, потому что мы меньше стоим. 3 машины отсюда идут. Гаишник согласился. Но как только пошло движение в сторону границы, встречная обочина, без очереди, без никаких либо объяснений, заехала сюда, проехала и в сторону границы уже поехала. А мы как стояли, так и стоим. Чем ближе к границе, тем машины стоят плотнее. Теперь уже в 4 ряда. Эта тропинка ведет напрямую к пункту пропуска. И то приходится петлять, заезжать в пустые карманы между фурами, чтобы пропустить встречную машину. А по обочинам, в арыках, мусор, бутылки и пакеты. Водители признают, приходится выкидывать отходы, так как в округе нет ящиков. Тот дальнобойщик, с кем мы разговаривали, отметил, что все использованные упаковки и пакеты держат в своей машине. Я сам лично со вчерашнего дня не кушаю, потому что нету столовой здесь, условий-то нету. А палатка МЧС? А палатка МЧС есть, но чтобы добраться до него... Куда? В ту сторону? А в ту сторону я не ходил. В ту сторону, я знаю, что в ту сторону граница. А по той стороне вчера стояли, палатка есть там, да, чай дают, кормят. Ну, если в палатке, сходить в палатке, чтобы покушать,
Надо же машину оставлять, а машины вы сами же видите, что коллеги стоят в очереди. Если ты пойдешь кушать в палатке, как бы потеряешь свою очередь. Вот то, что я смогу увидеть, я не вижу мусорного бака и в туалете. Туалета нету. Биотуалет или как его нет. А палаток от МЧС тут две. Одна у самой границы, другая на объездной. Раздают еду, как рассказывают спасатели, они уже третий день. В МЧС говорят, что каждому водителю из той вереницы с 12 до часу предоставляют горячий обед. Еду привозят готовую. Кто хочет сменить обстановку, может пообедать вот в этой палатке. Здесь сейчас несколько стульев и кружек. До обеда еще час. Порой помогают неравнодушные, рассказывает Али Гаджиев. Питание, продукты привозят различные компании. Сам Али везет в Алматы макароны. Клиент должен был получить товар уже этим утром. Звонит, беспокоится. Чтобы побыстрее проехать, приходится не спать, даже по ночам. Это чтобы не пропустить свою очередь, рассказывает дальнобойщик. Здесь вот на плите мы готовим кушать. Вот газовый баллон, вот он чайник. Мы вот так ставим его. Вот так чайник ставим. Подключаем газ вот сюда и готовим еду. Вот, пожалуйста. Ну, как-то образно так. Ну, сковородку тоже ставим. Но это нельзя делать, потому что это противопожарная безопасность как бы не соответствует. Ну, а что делать? Вынужденная мера. Мы вынуждены это делать. Мы же не можем здесь голодными ходить. У нас же тут нету ни ресторана, ни кафе, ни столовой. Все бы ничего, но когда за ночь выясняешь, что кто-то из еще вчера ждущих проехал, причем за определенную плату, становится обидно, рассказывают дальнобойщики. И такое бывает. Но о стоимости такой услуги они говорить не стали. В наших интересах, говорят водители, быстрее проехать. Всего несколько десятков метров отделяет Валерия Богданова от КПП «Актелек». В очереди он простоял 2 дня, направляется в Саратов. Его фура полностью загружена морковью. Мы когда грузились, говорили скоропорт без очереди. Как приехали в колейку, все по очереди, все едут по очереди, как положено. И вот 2 суток уже. Сейчас уже в нагляк поехали, потому что уже выхода нет. Все едут, как едут. Мы тоже так поехали. Все закрыли, и все. И буквально через несколько минут грузовик этого водителя пропустили за шлагбаум. Еще до отъезда он говорил, что до пункта назначения ему придется ехать на максимальной скорости. Таковы условия контракта, успеть к сроку. В очереди все еще оставалось к этому часу 300 машин. Анастасия Соболева, Эрлан Кемельбеков, НТС, Чуйская область. Поддержать жителей Баткенской области, оказав им социальную поддержку. Такое поручение накануне членам правительства дали депутаты Джеорку Кенеша. Напомним, конфликт, произошедший 13 марта 2019 года на кыргызско-таджикской границе, парламентарии рассматривали в закрытом режиме до позднего вечера. По итогам рассмотрения было принято постановление из почти 30 пунктов. Некоторые уже находятся под грифом «для служебного пользования». Как сообщается, среди поручений есть пункт о необходимости трансформации 50 гектаров Аксайского Айлюк-Муту, чтобы люди могли там строить и возделывать землю. Кроме того, селу Аксай предложено придать особый статус. В постановление включили вопрос также о скорейшем решении социальных проблем приграничных территорий, незамедлительном завершении строительства дорог Аксай-Тамдык, Аксай-Рават, Кокташ-Аксай, передислокации войсковых частей Генерального штаба из окрестностей Бишкека в Баткенскую область, увеличение материального обеспечения пограничников. Жалобы и обращения жителей Сокулукского района, озвученные Сооронбаю Жээнбекову, подтвердились. Межведомственная комиссия провела проверку по всем вопросам, которые поступили во время встречи с президентом 9 января текущего года. И вынесла заключение, что действительно органы местной власти, ответственные за рассмотрение обращений граждан, самоустранились от решения социальных проблем. Более того, на протяжении нескольких лет отдельные руководители целенаправленно способствовали продаже земель сельхозназначения. Так говорится в заключении, некоторых госчиновников поглотила системная коррупция, а также круговая порука, что стало причиной массовой и неконтролируемой продажи земельных участков. Отсюда и проблемы, и недовольство населения, и споры. Также имеются факты умышленного воспрепятствования установлению нарушений, выявленных со стороны граждан. Допускается укрытие преступлений, выявлены факты умышленной волокиты уголовных дел по земельным вопросам, отсутствует должный надзор со стороны органов прокуратуры. В итоге подготовка
Подготовленная справка с выводами и предложениями 1 апреля была направлена в правительство и Генеральную прокуратуру. Кабинету министров поручено определить границы Сокулукского и других районов Чуйской области, привлечь к ответственности руководство госадминистрации вплоть до рассмотрения вопроса о соответствии отдельных руководителей занимаемой должности. Даны рекомендации и Генеральной прокуратуре рассмотреть ответственность сотрудников, допустивших волокиту при расследовании уголовных дел, и изучить вопрос о соответствии ими занимаемым должностям. Деятельность органов местного самоуправления, органов государственной власти Сокулукского района в отдельных случаях на областном и республиканском уровнях на протяжении длительного времени имеет место проявления коррупции. Бездействие и безответственное отношение к своим обязанностям отдельных глав местного самоуправления и должностных лиц государственных органов Сокулукского района стали причиной массовой и неконтролируемой продажи земельных участков на землях сельскохозяйственного назначения и незаконного строительства на них домовладений. При проведении земельной политики до настоящего времени не предусматривается соответствующее развитие инфраструктуры. В результате возникли вопросы с недостаточностью социальных объектов. Это школы, детские сады, медицинские учреждения и другие объекты социального значения. Следует отметить, что по просьбам отдельных жителей Сокулукского района членами рабочей группы непосредственно осуществлялся выезд на места, где были зафиксированы факты заброшенного состояния отмеченных социальных объектов, что в принципе недопустимо. МВД проводит спецоперацию, проверяя деятельность игровых заведений. Как сообщают в пресс-службе ведомства, в 5 игровых заведениях столицы изъята большая сумма наличных денежных средств. Ранее отметим свою историю о том, как ее сын увлекся азартными играми. Мало того, что проиграл $100 тысяч, но еще и влез в долги, президенту Сооронбаю Джейнбекову поведала жительница Бишкека. Она просила проверить игорные заведения на территории города и привлечь к ответственности лиц, занимающихся предоставлением возможности играть в азартные игры простым гражданам. Следственной службой МВД было начато досудебное производство. В ходе расследования изучались показания свидетелей о деятельности нескольких заведений, где предоставлялась возможность делать ставки наличными. В каждом из них имелись вип-кабины, куда доступ предоставляли постоянным клиентам. Под вывеской бинарных опционов в заведениях проводились азартные игры. По 5 адресам были проведены обыски. В итоге обнаружены и изъяты почти 600 тысяч сомов и документация. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Чтобы получить новый паспорт, сегодня кыргызстанцам не требуется иметь при себе много документов. Зачастую для этого нужно просто предоставить специалистам Центра обслуживания населения старый документ, идентифицирующий личность. Остальное система должна найти сама. Так работает принцип единого окна, а внедрять его повсеместно стали еще в 2011-2012 годах в период премьерства Омурбека Бабанова. Тогда же правительство Бабанова предоставило гражданам и еще одно удобство. Скорее даже избавило их от лишних и бесполезных трат. И заодно искоренила коррупционную кормушку для определенных должностных лиц. Был отменен обязательный технический осмотр. Сегодня разговоры о введении этой процедуры, говорят депутаты, если и могут быть, то только в формате рыночного подхода при усилении ответственности самих водителей, которые должны понимать, что от исправности их машины зависит не только их жизнь, но и жизнь окружающих. Получить требуемый документ без мучительных путешествий по госорганам и стояний в очередях за справками, обратившись лишь в одно окошко, точнее, единое окно. Сегодня эта система для кыргызстанцев привычная. Работа в ЦОНах поставлена так, чтобы по возможности гражданам не приходилось более чем 2 раза туда приходить. Консультант полностью сначала проверяет документы, перечень документов. Если все соответствует, то они дают талон. С этим талоном человек идет, если получает паспорт, идет фотографироваться. После фотографирования он ждет своей очереди в зал. В принципе, для получения паспорта, как раньше, много документов не нужно. Если все данные имеются в базе, достаточно одного самого паспорта старого. А если, возможно, мы иногда требуем заключения брака, других документов нет необходимости. Все остальное оператор может достать сам. Да. При регистрации по месту жительства, да, необходимо иногда, опять же, мы синхронизировали данные с кадастром, оттуда запрашиваем. Если не имеется, то приходится опять же у них запрашивать, чтобы они принесли и подтвердили, что это их недвижимость. Да?
так, в принципе, никаких документов уже не нужно. То есть в одном месте, отмечают специалисты, собраны все службы от банка до адресного бюро. Нет сегодня и регионального разделения. Гражданину не нужно теперь ехать в регион, где он прописан. Паспорт можно получить в любом ЦОН по месту пребывания. Ранее, например, самому гражданину приходилось идти, или чтобы ускорить процесс, ездить, например, в район и запрашивать документ. Да? Сейчас посредством онлайн-сообщения наши сотрудники имеют возможность запросить информацию именно посредством онлайн. И в течение определенного 2-3 дней те специалисты уже отвечают. Активно центры обслуживания населения по стране начали появляться в 2011-2012 годах. В период премьерства Омурбека Бабанова граждане впервые могли получить паспорт, оформить прописку и зарегистрировать акт гражданского состояния по принципу единого окна. ЦОНы пришли на смену устаревшим паспортным столам с целью автоматизации процессов документирования населения и искоренения коррупционных проявлений в системе ГРС. Но теперь эта система в своем развитии должна идти дальше, а именно в интернет. То есть мы уже должны говорить не о едином окне, а о том, чтобы переходить на цифровое обслуживание гражданина, чтобы он, не выходя из дома, мог получать необходимые документы. Вот об этом уже пора речь вести. Единое окно – это было требование 10-летней давности. 7 лет назад в Кыргызстане был отменен обязательный техосмотр автомобилей. Тогда это было логичным радикальным решением для борьбы с коррупцией. Процесс получения талона о прохождении техосмотра сами автовладельцы называли кормушкой для должностных лиц МВД. В 2012 году они на ура восприняли ликвидацию этого требования на государственном уровне. И сегодня много тех, кто придерживается того же мнения, выступая против возвращения обязательного техосмотра как госуслуги. Потому что это будет структура, которая будет пропускать все машины. То есть это опять коррупционный риск? Не коррупционный, это бардак. Если машину проверять на соответствие всем техническим параметрам, 90% парка надо поставить к забору и снять номера. Как она была отменена, да, так пусть останется так. И чтобы лишние например, мы налоги платим, наверное, налоги хватает, а вот эта коррупция точно будет. Если это заново будет, если восстановят, и будет, действительно будет коррупция, да? Это неправильно. Снова открывать дорогу коррупции. Техосмотр нужно делать тем, кто пассажиров возит, а простым автолюбителям не нужно. Каждый и так за своей машиной следит. В 2012 году правительство Бабанова, я тогда был министром финансов, мы вводили эту норму. Возможно ли вернуться назад? Возможно, но тогда обратно это очереди, обратно это коррупционные схемы, обратно решение только одного органа, лица Министерства внутренних дел, оно ни к чему хорошему, на мой взгляд, не приведет. Нам нужно именно к рыночным механизмам переходить. Нам надо увеличивать ответственность как самого водителя за состояние самой автомашины, чтобы она не предоставляла угрозу жизни другим. Ты становишься участником дорожного движения, ты можешь нести смертельную угрозу другим, если твоя машина неисправлена. То есть неисправленную машину ты не должен возить. Напомним, отмена техпаспорта не коснулась тех транспортных средств, на которых осуществлялись коммерческие перевозки пассажиров. Зато обычные семьи, имеющие машину и без того следящие за ее техническим состоянием, смогли сэкономить и потратить деньги не на получение бумаги в виде талона, а на действительно требуемый ремонт. В стране около 1 200 000 авто. В наше время, как во всем цивилизованном мире, вопрос исправности автомобиля – это должен быть вопрос ответственности его владельца, так же, как и ответственности СТО, которая осуществляет техобслуживание машины. К слову, наиболее частая причина ДТП в стране не техсостояние авто, а нарушение водителями правил дорожного движения и низкое качество подготовки водительского состава. Елена Яковлева, Нурбек Капаров, НТС. Реформы, инициированные Омурбеком Бабановым, должны быть продолжены. Он может сделать очень многое для развития страны. Такого мнения придерживается немало депутатов Джигорку-Кенеша. По мнению парламентариев, нет никаких оснований для привлечения Омурбека Бабанова к уголовной ответственности. Высказывание о том, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, это не его выражение. Это выражение Долоресы Барури, пламенной испанской революционерки. Это нормальное выражение, это обращение к беднейшим слоям населения, давайте будем горды. Но когда эти слова прозвучали среди 100% узбекского населения, я не нахожу в его словах призыва национального воздуха, потому что кандидат в президенты желает получить голоса и узбеков, и кыргызов, и русских, и татар, и всех, кто проживает на территории Кыргызстана. И меньше всего заинтересован столкнуть народы проживающие, особенно в период выборов. Поэтому обвинять в том, что он сказал, я, например, был на этих встречах, я эти слова слышал, я не вижу у них криминала.
опыт, который у меня есть, 14 лет в органах прокуратуры, толкает меня на мысль, это мое сугубо личное мнение, что в действиях Омирбек Токторлуча состава преступления нет. И что касается его приезде, вообще о будущем, я уверен, что Омирбек Токторлуч, он патриот своей страны. И если он вернется, все вот в рамках закона, если все будет, то он внесет вклад в развитие экономики и в целом развитие нашей страны в будущем. Бабанов должен приехать. То дело, которое было возбуждено на него в части разжигания межнациональной розни, я считаю, что из кусочков вырезок видео делать уголовное дело – это неправильно. Поэтому было бы хорошо, если бы это дело уже закрыли бы в конце концов. Бабанов, в принципе, он очень большую пользу заслужил бы для государства, хотя бы как бизнесмен, как человек, который имеет очень много различных идей. Угроза о том, чтобы он не возвращался, а если вернется, то понесет ответственность, такие угрозы приведут только к накалу обстановки. И я думаю, что у сегодняшней власти нет в планах посадить его. Во-первых, несмотря на то, что было возбуждено уголовное дело, но не были предъявлены обвинения, потому что нет оснований. Мы все прекрасно знаем об этом уголовном деле. Экспертиза показала обратное. В деле Бабанова прослеживается явная политика. Президент может быть привлечен к уголовной ответственности после отрешения его от должности. Определенными привилегиями и льготами смогут пользоваться только близкие родственники президента, супруг или супруга и несовершеннолетние дети. Жизнь и здоровье членов семьи президента за счет государства страховать не будут. Членов семьи экс-президента после его смерти лишат служебного транспорта. Обвинить его можно теперь на основании выдвинутого Джорку Кенишем обвинения, подтвержденного заключением генерального прокурора. Если же экс-президент приступил к закон уже после того, как сложил полномочия, то будет отвечать, как любой другой гражданин. Сегодня депутаты в третьем чтении одобрили поправки в закон о гарантиях деятельности президента. За проголосовали 111 депутатов, против выступили 3 – депутаты Исхак Масалиев, Анвар Артыков и Асель Кудуранова. Между тем, поиски тех, кто накануне распространял публикации якобы о том, что спецслужбы провели операцию по содержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, продолжаются. ГКНБ назвала данные сообщения фейком. Сегодня информацию об этом опровергли уже и в СДПК. Сам бывший президент слухи о своем задержании комментировать отказался. Игорь Потанин продолжит. Была или нет спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева? Слухи об этом накануне появились в социальных сетях. Неизвестные авторы утверждали, что происходило все здесь, в селе Койташ, возле дома экс-президента. Однако позже ГКНБ эти слухи опровергла. Информацию эту не подтверждают и соседи Алмазбека Атамбаева. Если бы операция действительно была, об этом бы знали как минимум жители близлежащих домов. Провести ее бесшумно вряд ли бы удалось. А значит, это бы сразу стало достоянием общественности. Нет, я ничего не слышал. Думаю, что это все слухи. Ничего не было. Я тут рядом живу и ни о каком задержании не слышала. Скорее всего, это неправда. Все тут спокойно, ничего не было. Откуда пошли эти слухи, в ГКНБ не знают, но считают, что авторы могут представлять некие третьи силы, которые заинтересованы в нагнетании ситуации в стране. Теперь спецслужбам предстоит выяснить, кто стоит за распространением этих сплетен. К авторам, как обещают в ГКНБ, будут применены меры в соответствии с законом. Госкомитет национальной безопасности Кыргызской Республики расценивает распространение данной фейковой информации как попытку деструктивных сил ввести общественность в заблуждение. В связи с этим Госкомитет национальной безопасности проводит проверку по установлению причастных лиц, распространивших данную информацию. Также ГКНБ предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства Кыргызской Республики. Получить комментарии по этому поводу у самого Алмазбека Атамбаева не получилось. Всегда готовый высказаться по сплетням вокруг собственной персоны, на этот раз экс-президент сначала пообещал дать комментарий позже, а затем вовсе отказался от общения на эту тему. Здравствуйте. Алмаз Шершенович, прокомментируйте, пожалуйста, слухи о вчерашнем вашем задержании. Буквально 2 минутки уделите нам времени, пожалуйста. Без комментариев. Алмаз Шершенович, обещали прокомментировать. Алмаз Шершенович, обещали прокомментировать.
Слухи. А вот соратники экс-президента все же согласились дать комментарии. По мнению заместителя главы партии СДПК Ирины Карамушкиной, попытка задержания бывшего президента не более чем вымысел. Сторонники Алмазбека Атамбаева говорят, это уже не первый фейковый вброс в отношении экс-главы государства. Ранее со страниц приближенных Атамбаева публиковались сообщения о его болезни. Кто взломал профили в социальных сетях, неизвестно. Активисты не исключают, что подобные провокации могут повториться. Партийцы надеются, что ГКНБ примет оперативные меры. Можно, вернее, считать, что информационная безопасность в социальных сетях на нуле. Потому что не только от каких-то непонятных людей вот такие вот новости, которые манипулируют сознанием граждан. Ну, например, накануне 17 марта я знаю, что от моего имени, с моей страницы, от моего имени, с моим портретом, от пресс-секретаря Алмаза Атамбаева выходили объявления, что 17 марта митинг не состоится по болезни Атамбаева. И при этом не удивляет, что он не администратор Фейсбука, не информационный отдел безопасности ГКНБ. Никто не реагирует на такую вот, безобразие творящееся. Поэтому все нормально, мы работаем в том же режиме, как и положено. Эксперты говорят, пока вопрос задержания экс-президента не может подниматься. Неприкосновенность Алмазбека Атамбаева еще не отменена. Законопроект об этом уже сегодня прошел 3-е чтение в парламенте. Но и в нем эта процедура сложная. Игорь Потанин, Диас Сакимбаев, НТС. Личная переписка и персональные данные граждан могут оказаться в ведении ГКНБ. Госкомитет инициировал проект изменений в закон о контрразведке. Документом предлагается разрешить следственному судье давать согласие на доступ спецслужб к частной переписке, в том числе электронной и телефонным переговорам, а также право получать любую информацию из биометрических данных без согласия владельца. В ГКНБ связывают необходимость своей инициативы особенностями внешней разведывательной деятельности. Предлагаемые поправки, по заверению чекистов, не повлекут никаких правовых последствий. А в обосновании к проекту отмечается, что сам правовой механизм взаимодействия с операторами связи, как и технические требования к сетям, не затрагиваются и остаются без изменений. Однако будет ли это противоречить конституционному праву на тайну частной переписки, не уточняется. Проект вынесен на общественное обсуждение. С похожим предложением предоставить доступ, но уже к банковским сведениям кыргызстанцев, выступали ранее в службе финразведки. Их требования, которые идут вразрез с банковской тайной, напомним, в итоге не поддержали ни в Нацбанке, ни в Министерстве экономики. В Джалалабадской области сотрудник отдела материально-технического снабжения ОАО «Джалалабад-Электр» вымогал у бизнесмена 830 тысяч сомов. Как сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями, энергетик у него требовал деньги при заключении договора на строительство линии электропередач. Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Незаконное получение вознаграждения служащим». Получены банковские квитанции денежных переводов от имени индивидуального предпринимателя на счет подозреваемого. Сейчас ведется досудебное производство, а также проводится работа по возмещению причиненного ущерба на единый депозитный счет. Между тем, по данным энергокомпании, сотрудника Джалалабад-Электро, о котором может идти речь, с инициалами КТ, уволили еще в сентябре прошлого года. Генеральная прокуратура выявила нарушение закона о госзакупках в Министерстве образования и науки. Как сообщается, 1 августа 2017 года должностные лица Минобразования провели конкурсные торги на тиражирование учебников по английскому языку для 5 класса. Тендер объявили за счет республиканского бюджета, тогда как Всемирный банк выделил на тиражирование учебников $2 миллиона. Минобразование, сообщает надзорный орган, необоснованно завысили стоимость услуг по тиражированию учебников. Незаконно включили выплаты авторских гонораров 2 ОСО. При этом деньги им не выплатили. В итоге за счет бюджетных средств поставщикам было излишне выплачено свыше 1 миллиона сомов. Неэффективное использование бюджетных средств составило в общем 13 миллионов сомов, а также сумма невзысканных с поставщиков штрафов за несвоевременную доставку учебников составила почти 430 тысяч сомов. Начато досудебное производство. 4800 поддельных учебников, обнаруженных в столичных школах, заменили на новые. Экземпляры книг по алгебре для 8 и 9 классов были изданы контрафактным путем. Выяснилось, что победитель тендера на приобретение партии российских учебников перепечатал книги, просто отсканировав оригинал в нарушении закона об авторских правах. Как сообщили в общественном объединении «Тазат Абигат», преступную схему удалось раскрыть благодаря заявлению правообладающего издательства. Общая сумма ущерба составила около 2 миллионов
300 тысяч сомов. Эти деньги по решению суда были взысканы с недобросовестного поставщика, которого обязали вместо контрафакта обеспечить школу лицензионными учебниками, но уже бесплатно. Поддельную партию уже уничтожили. У четверняшек появится свой собственный дом. Сегодня молодую мать, родившую в конце февраля 4 детей в перинатальном центре Бишкека, выписали из больницы. На пороге родильного дома ее встретили представители аппарата президента, которые вручили им сертификат на приобретение жилья на сумму в 2 миллиона сомов. Материальная помощь также была оказана со стороны правительства и столичного муниципалитета. Молодые люди, приехавшие в Бишкек из Таласа, 3 года жили на съемных квартирах. Роды оказались нелегкими, младенцы родились недоношенными, и какое-то время дети нуждались в медицинском контроле. Окрепнуть им помогли врачи-реаниматологи. Сейчас их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. На выписке побывал Болот Исаев. За историю существования Бишкекского перинатального центра это первый случай рождения 4 детей за раз. Мальчик и 3 девочки. С радостным событием семью поздравил президент Сооронбай Джеймбеков и подарил им сертификат на 2 миллиона сомов для приобретения жилья и 2 двухместные коляски. Сертификат на 150 тысяч сомов от имени правительства молодой семье вручила вице-премьер-министр Алтынай Умурбекова. Четверняшкам положено бесплатное молочное питание, а также ежемесячное пособие по 815 сомов до достижения ими 16-летнего возраста. Материальную поддержку молодой семье окажут и в столичном муниципалитете. При рождении четверни у нас в городе Бишкек есть постановление Бишкекского городского кеңеша депутатов, что при рождении четверни оказывается единовременная материальная помощь в размере 90 тысяч сомов. На сегодняшний день они документы сдали. Сейчас эти деньги будут им перечислены. Я думаю, в понедельник, во вторник они их уже получат. Кроме этого, у нас есть с республиканского бюджета, это тоже сюнчу, по 4 тысячи на каждого ребенка. Они документы вчера при получении свидетельства о рождении уже сдали. И тоже эти средства будут перечислены на расчетный счет. Это первые роды 28-летней уроженки Таласа Нураим Рысмат Кызы. В родильном отделении мать с детьми пробыла больше месяца. Младенцы родились 7-месячными и с маленьким весом. Самый большой из них, мальчик, весил 1 килограмм 705 граммов. Вес самой маленькой из девочек был не больше килограмма 400 грамм. Состояние детей после родов оценивалось как стабильно тяжелое. Им была оказана респираторная поддержка. Как сообщалось, до этого мама четверняшек проходила лечение от бесплодия. Отец новорожденных работает строителем. 3 года супруги жили на съемных квартирах. Что у меня будут четверняшки, я узнала в октябре. УЗИ показала. 3 девочек, 1 мальчик. Испугалась сначала, конечно, как я выношу стольких сразу. Врачи успокоили и сказали наоборот, радуйся. До этого мы жили с подселением. 2 семьи в разных комнатах. Сейчас тоже снимаем квартиру. Конечно, хотелось бы собственное жилье с хорошими условиями, чтобы 4 детей на ноги поднять. За последние 4 года в Кыргызстане это уже 2-й случай рождения четверняшек. Весной 2015-го. В родильном доме Национального центра охраны материнства и детства родилось 4 мальчиков. Все родились здоровыми. С весом от килограмма 700 граммов до 2 килограммов 800 грамм. До появления четверни у родителей уже было 3 сыновей. От имени президента семье были также вручены ключи от 2-комнатной квартиры. Дети уже вот 9 апреля уже нам уже исполнится 4 годика. Все, ничего, хорошо растем, уже 4 годика. В садик ходим. Ну, помещаемся, как стараемся помещаться. Сейчас еще они еще маленькие, 4 годика. Может, когда вырастут, мы уже не поместимся в 2-комнатной квартире. У нас субсидия есть, вот коммунальные услуги, вот освобождение от коммунальных услуг. Вот. И пособие получаем ежемесячно. 7080 сомов. Это на 4, да? Или на 7 или на 4, не знаю. Вот когда я родила, да, мне выдали такое пособие, и вот мы получаем вот уже 4 года. Всех 4 сыновей родители назвали в честь известных кыргызстанцев – Алмазбек, Асылбек, Кубанышбек и Камчебек. Последний в честь главы родильного дома, в котором им помогли появиться на свет. Болот Исаев, Джанар Дурбекулу, НТС. С 5 по 12 апреля движение по Бомскому ущелью будет перекрываться. В это время там будут проводиться работы по принудительному спуску камней. Движение для автотранспорта с 9 утра до 3 часов дня будут контролировать сотрудники ГОБДД. При накоплении более 40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск машин, сообщает пресс-служба компании «Кыргызтемиржол». И на этом у нас пока все. Мы следим за развитием событий. Эти и другие новости, вышедшие в эфире, смотрите, читайте на нашем сайте nts.kg. До встречи.